Здравствуйте. Данное видео я назвал «Хватка Путина на шее Лукашенко». Ну, в принципе, есть смысл порассуждать о развитии, если можно так сказать, белорусско-российских, либо российско-белорусских отношений. Потому что как раз таки российско-белорусские, тут вопрос, кто сейчас ведет главную скрипку. И я смею утверждать, что Российская Федерация. Если вы помните, то за последние недели интенсивность контактов между Минском и Москвой возросла многократно. То есть Лукашенко с Путиным проводят созвоны чуть ли не каждые 2-3 дня. Анонсирована встреча двух президентов, причем на которой уже Лукашенко заявил, что расставят точки над «и» в двухстороннем сотрудничестве. Министр иностранных дел господин Маккей слетал в Москву, следом за ним в Москву полетел министр обороны, и сегодня в Беларуси было достаточно большое представительство правительственной делегации Российской Федерации, включая профильных министров. Зачем так? Почему это происходит и какие цели преследует Москва на данном этапе? Об этом всем давайте поговорим. Итак, я не буду долго повторять позицию России, которая работала на делегитимизацию Лукашенко, с одной стороны, в глазах его собственных элит и во вторую очередь населения, а с другой стороны, на общий подогрев эмоционального восприятия и попытки создать зоны конфликта в белорусском обществе. Потому что, с одной стороны, если мы вспомним, то на начальном этапе, то есть до выборов и первые дни протестов, российские средства массовой информации активно подсвечивали как раз-таки деятельность оппонентов Лукашенко, то буквально несколько дней назад, там чуть более 10 уже, ключевые СМИ на 180 градусов изменили свою риторику, то есть протестующие на улицах сейчас фашисты. В Беларусь приехала целая группа не только журналистов, но и специалистов по антикризисной коммуникации, которые начали развивать свою политику, свою, скажем так, гнуть свою линию, где с одной стороны есть объективная деятельность по попыткам оказать поддержку окружению Лукашенко в стабилизации ситуации, с другой стороны, параллельно и работа по созданию точек конфликта в белорусском обществе. Об этом мы вчера говорили с господином Щегельским, где закидывают достаточно много различных вводных, и часть этих вводных не срабатывает, но как бы там ни было, частично они оказываются эффективными. Пока что не в полной мере, но зачатки для создания раздувания конфликта внутри Беларуси, как бы там ни было, уже засеяны. Для чего и как делает Россия, что она хочет получить на данном этапе. Ну, естественно, за последние недели было несколько сразу тем для обсуждения, несколько версий, потому что говорили о завершении интеграции, о полном аншлюсе, либо военном захвате Беларуси. Но смею заверить, что на данный момент пока что это маловероятно. Почему? Вопрос не только и не столько в желании России, хотя для нее полное поглощение Беларуси нежелательно, для нее желательно иметь государство-сателлит, которое зависимо в полной мере. А с другой стороны, очень интересна внешняя реакция, потому что есть, скажем так, слабоватая реакция Европейского Союза в целом, но с другой стороны, есть попытки выйти на контакт и поговорить как минимум с Путиным насчет того, как Российская Федерация видит границы своего вмешательства в Беларусь. С другой стороны, есть очень интересное заявление Соединенных Штатов Америки и не менее интересное заявление, как ни парадоксально, Китая, потому что китайское направление у нас традиционно мы забываем, но из Китая 18 числа пришла очень интересный текст, это я советую пойти на Синьхуа почитать, где спикер китайского МИД обозначил позицию своего ведомства и страны по белорусскому вопросу, что, мол, белорусы должны найти выход из кризиса самостоятельно, это внутрибелорусское дело, но в то же самое время Китай подтверждает свою приверженность поддержанию белорусской независимости, суверенитета и так далее. Хочу сразу заметить, что с аналогичным практически заявлением выступили Соединенные Штаты Америки, то есть очень интересно. По большому счету Вашингтон отзеркалил заявление Китая, и учитывая две ключевые супердержавы, которые как раз таки не преминули упомянуть вопрос независимости, то на данном этапе для Российской Федерации форсировать политическую часть
интеграционных своих порывов, но, мягко говоря, нежелательно. А с другой стороны, есть позиция Европейского Союза, которая не признала выборы. То есть, условно говоря, Лукашенко с точки зрения Европейского Союза не является, точнее не будет являться законно избранным президентом после окончания его каденции, а она еще до ноября, он все еще президент, но при этом ЕС будет работать с Лукашенко как с человеком, который контролирует власть в Беларуси. То есть вроде бы контакты даже с точки зрения Европейского Союза, они сохраняются, все нормально. Но вопрос в том, что в случае смены власти в Беларуси, в случае завершения той же самой конституционной реформы, о которой говорят все участники, любой международный документ, который подписан, он будет не до конца, не столько легальный, сколько действительно легитимен. И появятся определенные зацепки, в том числе у белорусской стороны, у новой белорусской власти теоретически, чтобы выйти из таких соглашений. То есть для России подобный лишний риск, мягко говоря, нежелателен. Тем более, что попытки именно форсировать политическое направление, я напомню, что заявление США, там напрямую Вашингтон намекает на санкции против Российской Федерации в случае попыток наступления на независимость Беларуси. И аналогичная позиция есть у внешнеполитического ведомства Великобритании. Поэтому с этой точки зрения именно политическая либо военная часть для России наименее интересна. С другой стороны, оказывая помощь Лукашенко, естественно, Российская Федерация желает получить услугу в ответ. Раз. И второе, учитывая очень долгую историю отношений и историю так называемой интеграции, Российская Федерация хочет получить гарантии, чтобы ее, прошу прощения за такой бульварный сленг, чтобы ее в очередной раз не кинули. Потому что такое происходило уже много раз. А на этом фоне первое, что сделала Беларусь, что Россия, назовем так, выкрутила руки Лукашенко. И первые ключевые направления, это были направления по контрабанде. В первую очередь, я напоминаю, хочу напомнить угрозы Лукашенко в отношении Литвы, частично Польши, что санкционка в Россию не пойдет. Это действительно была и есть проблема для российской торговли, именно белорусская контрабандная калитка. И на этом фоне очень может быть, что Лукашенко заставит от слов перейти к делу. В отличие, например, от переориентации транспортных потоков, это то, что сделать можно быстро. Это первое. Вторая взаимная услуга, это был контракт на покупку военной техники. Напомню, Беларусь вдруг захотела купить БТРы российские и российские вертолеты. По вертолетам, как говорится, тут можно обсуждать, были альтернативы или нет, но в случае по БТРам, то по большому счету белорусская программа, белорусские наработки по созданию собственной легкобронированной техники не откладываются на неопределенное время, потому что если своей армии этого не надо, то стоит ли этого разрабатывать, потому что разрабатывать просто на экспорт, если ты сам не закупаешь такое оборудование, такое вооружение для себя, тоже малоперспективно, потому что необходимо отвечать на неудобные вопросы потенциальных клиентов. Ребята, если это такое хорошее, почему вы сами не используете? Тоже свои проблемы. Но это всего лишь такой внешний антураж. Ну и третья тема вот такого внешнего ситуативных услуг, это, скорее всего, выход на цену на газ. Тут как раз-таки скорее будут, вероятнее всего, так называемые взаимные уступки. То есть Российская Федерация, я думаю, что откажется от части претензий, которые назвала в виде долга Беларуси якобы за газ. А с другой стороны, и, возможно, предложит определенную скидку. То есть это не будет изменение формулы в договоре, потому что формула для России крайне выгодна. Это будет именно годовая скидка. Но зато Беларусь погасит часть виртуальной задолженности и, возможно, снимет вопросы как раз-таки в споре с «Газпромом». И ключевой теневой темой этого всего остается тема Белгазпромбанка. Я сознательно говорю, что это дело и тема Белгазпромбанка, а не дело господина Бабарыка. Потому что проблемы у Бабарыка начались после того, как 13.06 в Латвии прошли крупнейшие в истории страны обыски у латвийского АБЛВ-банка, который формально находится в состоянии ликвидации, но при этом проводит операции. То есть сам этот банк, он попал под санкции Соединенных Штатов Америки за отмывку денег, в том числе российских денег, в том числе денег «Газпрома».
Напомню историю, что тогда, с одной стороны, Бабарыка закрыли, с другой стороны, в Белгазпромбанк была введена внешняя администрация с госпожой Ермаковой во главе. И госпожа Ермакова – это доверенное лицо Лукашенко, и внешняя администрация, она не нужна была Белгазпромбанку для, назовем так, сохранения ликвидности. Нет. А внешняя администрация – это доступ к информации, доступ к истории транзакций, доступ к информации о клиентах и так далее. И учитывая, что это дело велось Соединенными Штатами Америки в первую очередь, учитывая контакты между Следственным комитетом Республики Беларусь и американскими партнерами, то естественно, что Минск попытался набрать чемоданчик компромату. А если говорить о Бабарыка, то я хочу напомнить, что при его задержании Латвийский банк упоминался активно, а потом уже в следующих репортажах на внутренний рынок уже, ну, скажем так, о латвийском следе, о второй составляющей именно большого Газпрома уже как-то умолчали. Ну, это, в принципе, было логично, потому что если это дело ведется с международными партнерами, то слить в белорусской традиции определенные факты и следствия, это значит ухудшить свое положение и ухудшить уровень сотрудничества. То есть на это Минск не идет. Для Минска важно получить пакет документов, которым можно шантажировать всех, которые в случае чего можно кому-то продать вовне. Вот поэтому, а что касается дела Бабарыка, то оно по большому счету, вот то, что мы видели по телевизору, оно действительно быстро клепалось на коленке, поэтому там очень много нестыковок, там очень много вопросов, но это надо было, как говорится, что-то показать пеплу. Поэтому там две составляющие, одна серьезная, одна это то, что налепили по-быстрому. Исходя из этого, по Белгазпромбанку тоже будут разговаривать. И, скорее всего, после встречи Лукашенко и Путина дело Белгазпромбанка будет спускаться потихоньку на тормозах. Я не исключаю, что как минимум все окружение Бабарыка, кроме одного-двух человек, оно выйдет на свободу, но буквально на протяжении нескольких месяцев. Возможно, и сам Бабарыка, но при определенных условиях. С другой стороны, какого-то козла отпущения одного-двух найдут, кого просто пустят демонстративно под суд. Но это снова-таки... Сам вопрос такой внутрибелорусской политики, он в данном случае вторичен. Первичен – это вопрос самого Белгазпромбанка. Это то, что будет решено. А теперь поговорим о внешнеполитических реалиях и о идее России, каким образом и что она хочет получить в ближайшее время. Итак, то, что в Беларуси будет конституционная реформа, это, я думаю, уже не вызывает сомнения. То, что будет перераздел сфер, перераздел полномочий между различными, скажем так, ветвями белорусской власти, это несомненно. Решается вопрос, где в этой системе будет Лукашенко, он будет выведен за систему, либо у него будет, как он хотел, что-то вроде должности аятоллы, либо там первого президента с какими-то уникальными полномочиями. Этот вопрос, насколько я понимаю, еще обсуждается. И поскольку будет партийная система, об этом я тоже говорил в предыдущих видео, то для Российской Федерации в условиях раскола белорусского политикума, в виде раскола белорусского общества крайне важно иметь свою собственную политическую силу. Причем на эту силу есть сразу несколько претендентов. Тут не зря резко на улице Минска вышел российский НОТ с колорадскими флагами, чтобы в том числе продемонстрировать, назовем так, своим кремлевским хозяевам, что мы тут есть, дайте нам денег, дайте нам возможности, мы якобы станем там великими и могучими. Не станут, потому что ставки будут сделаны на других. Но теперь поговорим, кстати, о реформе и так далее. Тут очень интересно, что Россия держит пульс на руке этой реформы. Это видно из пресс-конференции Лаврова и Макея, потому что тогда именно Лавров сказал о том, что с Макеем обсудили модальность белорусской конституционной реформы. На прямой вопрос Макею, так в чем заключается эта модальность, ответа прямого не было, что, мол, белорусское общество само будет решать, мы как-то будем думать и так далее. Но какие изменения в Конституцию сказано не было. Поэтому Россия, скорее всего, она в курсе. Она пытается продавить свое видение будущего государственного устройства, внутри государственного устройства, либо политических балансов внутри белорусской власти. И, естественно, ставит на политику. Теперь поговорим об экономике. Второй визит это был, точнее, пока что не об экономике, пока что о сфере безопасности. Второй визит это министр обороны полетел в Москву, а на следующий день, то есть сегодня, был еще кадровый день у Лукашенко.
Если говорить о кадровом дне, то по большому счету мы видим усиление группы Вакульчика, то есть Комитет государственной безопасности, и усиление людей, которые прошли через ОСАМ. Напомню, что это пограничный спецназ, в котором служил и Виктор Лукашенко, и Дмитрий Лукашенко. То есть это структура, командование которой лично предано Александру Лукашенко. Потому что новый руководитель Комитета госбезопасности, он прошел через Комитет госконтроля. До этого он имел отношение и имеет отношение, в том числе к функционированию ОСАМа. Потому что, например, его брат, он долгое время был руководителем ОСАМа. Поэтому это, в принципе, та группа, которая проходила проверку с точки зрения личной преданности. И Лукашенко просто, тут вопрос даже не лояльности Москве, лояльности самому себе. Он просто расставляет своих людей и концентрирует в их руках все возможные нити. Но если мы говорим, например, о белорусской армии и визит министра обороны, это связано очень сильно как раз-таки с дрейфом за предыдущие годы белорусского госвоенпрома в сторону от России, потому что напомню, что еще 7-8 лет назад доля экспорта в Россию продукции белорусского госвоенпрома, она зашкаливала, она превышала 80%, за 2019 год 26%. То есть произошла переориентация, и в саму Беларусь пришли, в том числе начинают приходить китайские технологии и начинают приходить собственные разработки, и Беларусь попытается выйти на финальные изделия, то есть быть не изготовителем полуфабрикатов либо запчастей, а изготавливать именно законченные образцы вооружения и техники. На этом фоне для Российской Федерации крайне важно, первое, чтобы сохранить технологические связи с российским ВПК, сохранить связки и максимально усилить позиции российского ВПК в Беларуси. То есть желательно вернуть к тому же самому балансу внешней торговли госвоенпрома 80/20, где 80 на Россию. Но это будет маловероятно, то есть для России сейчас задача хотя бы 50/50. И плюс отсечь возможности перевооружения белорусской армии на нероссийские образцы. То есть снова-таки завязать техника. Потому что если вы смотрели последний парад в Беларуси, то кроме, условно говоря, танков, там российского оружия, созданного на российской элементной базе, не так уж и много. Вот поэтому это задача по военке. А теперь переходим к правительству. То есть Мишустин, Лукашенко, Головченко много говорили о такой вещи, как интеграция. Они много говорили о развитии сотрудничества отраслевого. На этом этапе, по крайней мере до конституционной реформы, еще раз, Российская Федерация не будет двигаться в политическом направлении. Но каким в таком случае образом можно обложить Лукашенко, чтобы держать того за жабры, и чтобы он при усилении своих позиций не спрыгнул с договоренности. А в данном случае это вхождение в экономику. Я напомню, что первая такая попытка серьезная, отраслевая, она была предпринята в 2012-2013 году, когда Беларусь и Россия разработали целых 7 дорожных карт, вот сейчас это слово вновь популярное, о создании тесной кооперации между определенными отраслями белорусско-российской экономики. Сейчас, скорее всего, будет идти то же самое. Для Российской Федерации крайне важен вход в белорусскую экономику, потому что сегодня ее инвестиции они сосредоточены как раз таки вокруг структур «Газпрома» в массе своей. Необходим вход в энергетику, необходим вход в химию, необходим вход в калику, необходим вход в машиностроение и военно-промышленный комплекс. Крайне необходим. И Российская Федерация будет додавливать, потому что если твой капитал контролирует ключевые потоки в экспортно-ориентированных отраслях соседа, то можно говорить о попытке контроля соседа. Второе направление, что если твой капитал работает в Беларуси, имеет свою прибыль, свои дивиденды, то в том числе, возвращаясь к теме политической партии, либо политической силы, которая будет играть на внутреннем поле, эти деньги могут быть использованы на финансирование как раз таки нужд таких организаций, таких партий. Поэтому на ближайшее время, и как раз к встрече Лукашенко и Путина, с одной стороны, это будет снятие старых вопросов конфликтных, которые были, чтобы показать в том числе якобы успех Лукашенко во внешней политике, но с другой стороны привязать Беларусь. Будет обсуждаться финансовый вопрос, потому что Беларусь пока что, поддерживая стабильность рубля, она расходует свои золотовалютные запасы, золотовалютные резервы, и это идет достаточно большими темпами. Поэтому финансовая подпитка либо кредитная будет обсуждаться. Возможно, будет рефинансирование российского долга части. По крайней мере, выплат, которые необходимо сделать до конца этого года, а у нас на сентябрь приходится период выплат по внешнему долгу. И
Возможно, будет реструктурирована часть корпоративного долга, то есть часть кредитных линий белорусским банкам, а это ни много ни мало. Если в структуре государственного долга Россия имеет не так много, то есть общий долг около 17 миллиардов, Россия имеет ну, не более по состоянию на сегодня 45-46%, с присутствием скажем так, других структур, причем Россия, имею в виду, не сама имеет, а контролирует, в том числе через Евразийский банк реконструкции и развития, потому что, собственно, доля России еще меньше, то непосредственно российские деньги в банковской системе это около 44%, именно только российские. Поэтому будет возможно рефинансирование, будет возможно разговор о новых кредитах, причем на российских условиях. В обмен, естественно, на определенные уступки. Какими могут быть эти уступки? Ну, эти уступки мы, скорее всего, увидим с точки зрения предложения Российской Федерации на протяжении года по продаже доли в нескольких белорусских предприятиях. Возможно, Россия очередной раз попытается войти со своим капиталом в МЗКТ. Возможно, в очередной раз будет подниматься вопрос об объединении МАЗа и КАМАЗа в один холдинг, хотя вот насчет этого я очень сильно сомневаюсь. Но точно будут попытки войти в химию, точно будут попытки войти в энергетику. Это то и, естественно, попытки войти в транспортную сферу, в логистику. Потому что сейчас, как раз таки, если мы говорим об интересах Китая, например, на железной дороге, то рост перевалки китайских грузов он делает, во-первых, прибыльным вхождение в белорусскую железную дорогу, во-вторых, это снова-таки часть политической комбинации, потому что если РЖД войдет в белорусскую чугунку со своим капиталом, с долей собственности, долей в принятии решений, то, соответственно, она будет претендовать в том числе на участие в принятии решений. И тем самым это будет в определенной мере способ опосредованного давления на политику Китая в регионе. Потому что напомню, что в Беларуси транзитные линии по сухопутной составляющей китайского одного пути, казахско-российская, российская линия сходятся на территории Беларуси. Поэтому это весьма выгодный способ или попытка просто заткнуть, скажем так, пробочкой вот это вот бутылочное горлышко. Поэтому это будет. И кроме приватизации, скорее всего, на протяжении ближайших 2-3 месяцев, как раз таки в рамках уже ранее подписанных соглашений, того же самого союзного государства и так далее, будет стимулироваться и педалироваться создание программ по усилению кооперации отдельных отраслей белорусской экономики с российскими. Но это будет так называться. Реально это фактически завязывание экспортных потоков через Россию и завязывание промышленных цепочек на российских партнеров. Естественно, все это будет белорусским президентом, его окружением демонстрироваться как большой успех внешней политики, что вот, мол, интеграция дает свои плоды. На самом деле эти плоды, они, скорее всего, они, может быть, даже будут, но они будут краткосрочными, потому что дальше будет просто использование части белорусских мощностей, части белорусских предприятий только лишь как составной части технологического цикла по изготовлению российской продукции. И таким образом спрыгнуть, либо выйти из этих соглашений будет весьма сложно. То есть в экономике Российской Федерации поставила перед собой цель на протяжении ближайшего года, пока готовится Конституция, войти в белорусскую экономику, потому что вход в экономику это наиболее неконфликтно, то есть тут нельзя, на внешнеполитическом поле нельзя будет говорить о том, что это вопросы независимости либо суверенитета Беларуси, то есть те же самые русские будут европейским, американским партнерам показывать, прошу прощения, типа говорить, что так если транснациональные корпорации тоже инвестируют в различные страны, то, мол, такая же самая политика. Поэтому с этой точки зрения вхождения. С другой стороны, это создание усиленного своего плацдарма, который не позволит реализации той же самой европейской концепции, которая была и становится сейчас популярна, то есть концепция отношения к Беларуси как к Армении, то есть мы не трогать внешнеполитическое поле, но пытаться сыграть долгу через усиление своего экономического влияния. Но если Россия уже входит, то она будет делать все возможное, чтобы места для других не осталось. И вот как раз таки вот этот вот первый шаг, это то, что реально можно сделать за 12-14 месяцев. И как раз таки на этот первый шаг Лукашенко будут сейчас выкручивать руки. Удастся ли это сделать? Я пока не знаю, потому что Лукашенко, в принципе, сейчас борется за свою власть, и с другой стороны, он, по крайней мере, исходя из прошлой истории, я думаю, что он понимает, что усиление России экономическое и выход ее в политическое поле, это в будущем крушение тоже его собственной власти. Поэтому определенная попытка
дрейфа либо брыкаться будет, определенная попытка затягивать процесс в виде бесконечных согласований, переговоров и так далее будет, определенная попытка вновь запустить лозунг нефть в обмен на поцелуй, либо лозунги в обмен на деньги тоже будет. Но проблема в том, что Россия не верила и не верит Лукашенко. Соответственно, вариант сыграть на дурачка не получится. Вариант Б, что сейчас повторяется ситуация 2010 года. И Россия будет дальше загонять Беларусь в ситуацию 2010 года, когда потенциальные партнеры из других регионов, они будут считать нецелесообразным расширение сотрудничества с Беларусью. То есть будет массово отсекаться западный и на определенном моменте будут попытки отсечь китайский вектор. Это очень, скажем так, ограничивает свободу маневра Минска. Пока что по западному вектору для того, чтобы Российская Федерация все-таки оказала реальную помощь, потому что с российской стороны тоже пока есть скорее обещания, если мы говорим об экономике, чем реальные деньги, Лукашенко направо и налево сыпет антизападной риторикой. Но это еще больше осложняет его контакты с Западом. Вопрос по Китаю остается открытым, потому что Китай обозначил свои интересы, и Китай может повлиять на ситуацию в Беларуси, если по просьбе белорусского правительства решит его прокредитовать в сумме около 2,5-3 миллиардов долларов, в перспективе выбора этой кредитной линии за 2020-2021 год. Если это будет, либо если будет хотя бы первый кредит, это может быть одна кредитная линия, может быть несколько, то можно будет говорить о том, что Китай тоже в деле, и Китай, в принципе, ведет свою собственную игру. Если этого не будет, то это значит, что Российская Федерация в той или иной мере договорилась с Китаем, по крайней мере, насчет паузы до конституционной реформы в Беларуси, и, соответственно, Республика Беларусь в данном этапе она сохраняет тот же самый уровень сотрудничества с Китаем, но в тактической перспективе, то есть 12-14 месяцев, она будет подвержена в первую очередь российскому напору, но не китайскому. Остается фактор США, но дело в том, что в Соединенных Штатах Америки своя собственная электоральная кампания, раз. До этого момента кардинальных решений не будет. И с другой стороны, США продолжат работать через Польшу и страны Балтии, а там вопрос выработки своей собственной скоординированной политики, потому что пока что этого нет. Потому что каждое из государств в том числе преследует свои собственные цели. Вот такая вот на данном этапе раскладка. Такие контуры российской политики в Беларуси на ближайшие 12-14 месяцев. И, в принципе, насколько я понимаю, Кремль, закусив удила, решил ускорить процесс. Получится ли это у него? Посмотрим по брифингу Лукашенко и Путина во время визита Лукашенко в Россию, потому что это будет уже очень интересно смотреть. И посмотрим по конкретным переговорам на уровне Минпрома, Госвоенпрома Беларуси, Минэнерго Беларуси и концернов, как, например, Белнефтехим. И вопрос открытым остается по той же самой колейке. Ну и, естественно, очень внимательно следим за контактами белорусской железной дороги и российской железной дороги. Потому что это как раз-таки наиболее на данном этапе серьезная мина замедленного действия, которая может быть заложена под возможность дрейфа Беларуси. На этом у меня все. Видео понравилось, лайкайте, комментируйте. Подписывайтесь на канал, поддерживайте меня подпиской на Патреоне, потому что подписка на Патреоне стимулирует меня записывать все новые и новые видео. Всего вам наилучшего.